вас, дорогие друзья! С вами вновь наш летний эфир. Конец учебного года – это время, как известно, подводить итоги. И свои своеобразные итоги на днях подвели ученики 7 Д-класса столичной школы номер 33. Они приняли участие в соревнованиях регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников, президентские спортивные игры. И я сегодня с удовольствием хочу их представить, ведь эти ребята завоевали бронзовую, серебряную медаль на этих играх. Да? Вообще в нашей студии присутствует вся команда в полном составе 16 человек, но отважились со мной разговаривать лишь Дима, Оля, Лазарь и Настя. Добрый день, ребята. Скажите, пожалуйста, вот что из себя вообще представляют эти президентские игры? Что это такое? По нашему мнению, это состязания, которые позволяют людям найти лучшие команды, лучших спортсменов. И вообще, как мне известно, Но это же всероссийская акция. что это не всероссийская только в акция, Якутии, которая да, проходит? была организована, как мне известно, президентом Российской Федерации 30 июля вроде бы 2010 года подписан был указ. И именно поэтому называется президентский. Да? Президентский, да, именно Ага. поэтому. Спортивные игры. По каким видам спорта вообще проходили вот эти состязания? Бег на 60 метров, потом Ага. бег километр, подтягивания были, еще отжимания у девочек во время подтягиваний и пресс, Ага. и еще прыжки в длину и растяжка. Ну вот ваша команда, вы представляли город Якутск, да, свою школу. А вообще сколько команд было? И все ли они из города или, может быть, приезжали вот из улусов республики? 3 школы было из города и 2 из улусов. А какие вот вы знаете, да, какие улусы они представляли? По-моему, из Магадана 1. Магадан. Ой, Магада. Ага. Маган. И другую не знаю. А вот наша 33-я, ЯГНГ и 2-я школа. Ага. Ну, вы стали серебряными призерами, да, по общекомандный зачет такой, да, вот. А золото кто взял? ЯГНГ. ЯГНГ, это ученики Якутской национальной гимназии, да? А вообще вот, вот вы сказали, да, по каким видам спорта, вот и бег был, и пресс девочки качали, да? А по каким видам спорта ваша команда, вот вашей школы 33 оказалась лучше всех? Сколько Ну, баллов вот она набрала? Много? Хочу похвастаться, у меня по прессу было 31 за 30 секунд 31 раз. Ого, это так много же, да? А другие результаты вот какие были? Также у нас во время прыжков в длину, вот Дима хорошо выступил, прыгнул 2.30 с лишним, Ага. 2.39, да. Поближе микрофон да. держи. Ага. Также еще Дима хорошо выступил на бег километр, он просто улетел. За сколько, какое время пробежал километр? Как я смотрел, за 3 минуты 28 секунд. Ну, это колоссально, действительно, очень быстро. Ты действительно пролетел, пронесся как ветер, да? А вообще, сколько этапов вот вам давалось, да, вот, чтобы принять участие в президентских спортивных играх? Сколько этапов было вообще? 1 этап, 2, я не знаю, 4? Сколько? По-моему, было 2 этапа. Это творческий конкурс, танцы и спортивный. Ага, то есть все-таки не только спорт, да? А творчество тоже было. Вот творчество, вот как вы себя проявили? Мы достаточно хорошо. Ну, что вы делали? Творческий конкурс мы, получается, танцевали. У нас была тема промышленность, Ага. и у нас как бы акция добра. И вот до еще президентских игр, и у нас мы убирали, получается, берег на дамбе возле 202 микрорайона. Ага. И к нам пришел Антон Васильев, Мгм. это известный человек. Он практически каждый год Борец за чистоту. да, борется. Он убирает мусор с городского пляжа и не только. Вот мы как бы организовали такую акцию добра и очистили пляж. Сколько Дамбу. мусора вы вынесли? Сколько было? Много пакетов. Много пакетов. Ага, вот в течение всего дня вы убирались, да? А вообще зачем это вам нужно? Вот вы учились бы и учились бы, да? Зачем это вам все надо? Убираться. Помочь городу, Ага. натолкнуть людей на то, чтобы они тоже убирали город. Ну, говорят же, да, чисто не там, где вот мусорят, да, а как
там дальше было? Не там, где не мусорят. Да, да. Чтобы люди не мусорили. Тогда город будет чистым, да? Вот давайте вернемся к нашему спорту, да, вот, в котором вы приняли участие. А вы сами вообще вот спортсмены, наверное, да? Какой вид спорта вот ваш? Это вот, да, это мой вид спорта. Дмитрий. Вот я занимаюсь двумя видами спорта. Это баскетбол и плавание. Довольно успешные, неплохие результаты у меня. Молодец, а девочки? Я занимаюсь 3 года волейболом, и 2 из них профессионально. Ага. А твои какие успехи? Я занимаюсь волейболом и где-то, может быть, полгода назад занималась плаванием, но Стала бросила. заниматься плаванием. А, бросила. Да, бросила. Ну, напрасно бросила. Вернись, пожалуйста, в этот вид спорта. И Лазарь? На данный момент у меня нет никаких спортивных кружков, у меня английский. И до этого я много занимался спортивными кружками. У меня был футбол, плавание, гимнастика. Вот, гимнастика было больше всех. У меня там тоже были неплохие результаты. По плаванию у меня не было желания плавать, но папа меня заставлял. Ну, столько много кружков и дополнительных занятий. Вот как вы успеваете учиться? Вообще, этот учебный год как вы закончили? Тройки есть? Троек нету. Вы отличники и хорошисты, да? Ну, вы молодцы. А вот ваше участие в президентских спортивных играх вообще что дает вам, да? Учитывая то, что у вас 2-е место, серебряная как бы медаль, да, вы дальше куда-то будете двигаться или это отдали тем, кто вот завоевал золото? Ну, как я помню, нам, по-моему, говорили, что за 2-е место нам дают путевки в Сосновый Бор. Ага, это Но это лагерь. не точно. детский, так. Ага. А кто поедет вот дальше представлять свою школу, свой город, свой регион? Вот национальная гимназия, да? Да, они, получается, сейчас выиграли, по-моему, городской этап, потом идут на республику, А потом? потом на Россию, по-моему. Нет. Как-то так было. Они в Монако, и там они выступают на президентских, как бы представляют. Ага. Ну, давайте, вот вы говорили, что подготовили флешмоб, да? Что за флешмоб? Вначале давайте расскажите, вот, что это такое? Это танец, да? Да, это получается как бы комплект Ага. из... Ассорти. Ассорти якутского, можно сказать, и 2 более современных. Как бы так. Долго вообще вы готовились к этому флешмобу? Около И где вы месяца. с ним выступили? Мы Все выступали... это проходило во 2-й школе. Ага. Мы выступили во 2-й школе. И готовились вы около 2 месяцев, да? Да, около 2. Ну, давайте мы уже не будем томить ваших одноклассников и наших телезрителей. Покажем, что из себя представляет флешмоб. Складывайте микрофончики позади вас и давайте же уже танцевать. А позже вернемся к нашей беседе. Земля бескрайняя, озера синие, сугробы белые, кругом леса. Моя Якутия, моя республика Саха. Мы за полярным кругом Лорабу. Градус минус 50. Болар тут стильный, красивый и жесткие мы. В меха мы одеты, а ты постой, помолчи. Якут, Саха, перед тобой стоит Бутуналган. Братан, вот там Кенетура, иди Эвенг, Тунгус. Севеном лучше не путай ты, они Удыма, совсем разные. Вот так. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Огромное спасибо вам, ребята. Дима, Оля, Лазарь, Настя, я вас вновь приглашаю к нашей, скажем так, сцене, да, ребята, вы можете присесть, все остальные, да. Танец замечательный, очень мне понравился. Кто выбирал именно эти песни? Вот. Почему? Мы наняли режиссера. И он вам посоветовал, да? Ага. А вот ваша любимая песня вообще из этих вот 3 вот какая? Якутяночка, наверное. Нету. Нету?
Ну, давайте вернемся к нашему началу разговора. Да, говорилось о том, что конец учебного года – это подведение каких-то итогов. Да? Вот то, что вы стали серебряными призерами президентских спортивных игр, вы довольны результатом? Ну, хотелось бы больше, наверное, да? Отчасти да, но хотелось бы больше проявить себя в спорте. Также в следующем году мы собираемся. Но у вас очень много выступить. времени, впереди 8, 9, 10, 11 класс. А как закончили учебу? Ну, мы уже об этом говорили, все очень хорошо. Дмитрий, я знаю, мне сказали до этого, что вы призер этого учебного года многих олимпиад, да? По каким предметам? Да, принимали участие? я принимал участие в олимпиадах обществознанию, экономики. Также участвовал в олимпиаде по праву за 9 класс, хоть я сейчас в 7-м. Ого! И занял там 3-е место, это неплохо для меня. В олимпиаде по обществознанию я стал призером, также в экономике я стал призером. Каким вы видите свое будущее? Ну, может быть, рано сейчас загадывать, да? Но вот с какой профессией вы хотели бы связать свою жизнь? Со спортом? Или вот... Я бы оставил спорт как хобби и занялся, скорее всего, экономикой, чтобы в будущем иметь техническое образование и поступить куда-то в более хорошие вузы. Ага, Лазарь, у тебя какие мысли по этому поводу? Вообще я хочу стать полицейским. Полицейский. Ну, это хорошая профессия девочки. Вы как считаете? Или вы еще не Ну, выбрали? я сначала думала, что хочу поступить на военное, в МВД или куда-нибудь туда. Мгм. Ну, у меня есть два варианта, вот МВД или помогать животным. Ну ветеринария, это же здорово, да? И? Я тоже хочу пойти на военное, так как у меня старшая сестра тоже поступала на военное. Ну и я, как бы, смотря на нее, тоже очень хотела бы. Ну, отличный выбор. И последний мой вопрос. Любите ли вы русский язык, вот предмет в школе русский язык? И какие у вас оценки по этому предмету? Ну, естественно, любим. Это наш родной язык. Ну, возможно, второй, ну или первый после якутского. Но мы особо его не изучаем. Но русский язык мы любим и постараемся знать его обязательно. Лично у меня 4. Ну, почти 5. Ну, тогда в таком случае вы можете остаться в следующем нашем блоке и вместе с другими следующими гостями пройти тест по русскому языку. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что нашли время, пришли к нам в студию после экзаменов. Я желаю вам удачи в следующем учебном году и весело проведите эти каникулы. Лето впереди, очень здорово и весело. Дорогие друзья, на этом мы с вами не прощаемся. Как я говорила, следующий блок ждет, подготовил для вас тест по русскому языку. Присоединяйтесь к нам. Мы в режиме онлайн пройдем этот тест. Ну а сейчас реклама. А я, если позволите, хочу продолжить детскую тему, ведь все-таки конец учебного года на носу. И на сей раз хочу представить вам не совсем детей, а отличников по русскому языку по итогам недавнего тотального диктанта. А это всероссийская акция, которая, как вы помните, в этом году состоялась 8 апреля. Итак, знакомьтесь, студентки филологического факультета СВФУ Евгения Шестовская и Екатерина Иванова, магистрант этого же факультета СВФУ Туяра Дьячковская, и также к нашей беседе присоединился Семен Верховцев, студент-математик, который, правда, также прекрасно знает русский язык и получает по нему отличные оценки. Здравствуйте, ребята. Итак, вы все вчетвером получили оценку «отлично» на недавнем тотальном диктанте. Вот скажите, для вас вот этот тотальный диктант был сложным или, наоборот, легким был? И как вы считаете? Да, Семен, ага. для меня, например, было легким, да. Многие говорят, что прошлые диктанты были намного сложнее, да. Я тут, ну, в этом году я в первый раз участвовал в диктанте, да. Впечатления очень хорошие. Ну, текст был очень приятный, да. И вы планируете участвовать в этой акции ежегодно? Да. Ага, ну Конечно, вот, планирую участвовать. Евгения, Туяра, может быть, у вас есть по этому поводу какие-то мысли? Вот в прошлом году вы принимали участие, да, в тотальном К диктанте? сожалению, в прошлом году я не принимала участие, но вот более ранние диктанты были сложнее. Действительно сложнее. Это как действительно Семен говорит, сложнее. да? Ага, а вот если вспомнить вот вашу юность, скажем, да, детство, точнее, детство, да, как вы сдали в свое время экзамен по русскому языку, ЕГЭ? Какая оценка была? Я сдал на 5.
Так, 92 балла, отлично было. У меня тоже 90 баллов, отлично. ага, и ты, Яра? Ну, я точно балл не помню, но 4 была. Ага. Ну вот, а самый сложный вопрос вот по этому предмету, вот каким был для вас, вот если помните? Сами вопросы как-то особо в памяти не сохранились. Самым сложным, наверное, было именно заполнение бланка. То есть это... Да? Да, потому что, ну, ни одной ошибки допустить нельзя. Если неправильно заполнить бланк, компьютер не прочитает, и все, и весь экзамен провален. И вот это было, наверное, самым сложным. Ну, а самое волнительное это заполнять бланки. Заполнение бланка Да. все-таки, да? Да. Интересно, любопытно, вот Семен. для меня, вот, все задания были примерно одинаковой сложности, но самым трудоемким было сочинение. Да, там Сочинение. надо много писать, да. Ага. Это не все равно, что выбрать один ответ. Это, да, надо там Думать, сочинять что-то, сочинять, думать. Да, фантазировать. да. А по другим предметам, вот какие у вас оценки, какие баллы? Вот, ну, Семен, понятно, Да, да, да. по математике Так у как вас я учусь в отлично, да? математике, да. А девушки как? Вы с математикой справились? У меня, например, по математике было 74 балла. Это какая оценка? Это отлично. Это У отлично. меня Это было очень хорошо. 68 баллов, это тоже отлично, нижняя Ага. самая. И ты, Яра, Ну, помните отлично. свою оценку по математике? Ну, честно скажу, что была 3. Ага, вы все-таки гуманитарий, да? А если сейчас вас бы попросили бы сдать, да, ЕГЭ по русскому языку, вы бы также блестяще его сдали или вы были бы какие-то сложности? Ну да, я бы также сдал, потому что я сдавал в прошлом году, так что Вы нынче первокурсник, поэтому Да. вы все еще Да, помните да, да. прекрасно, да? А девушки, вот Яра, вы магистрант, со школы прошло уже много времени. Со школы прошло 7 лет, и за эти годы правила изменились. И думаю, что, ну, наверное, вот тоже так же Ну, хорошо. вы студенты филологии, конечно, достаточно. Каждый день мы изучаем вот это. Это глупый вопрос, я Даже согласна. Даже еще глубже. Столько лет А изучаем, давайте, еще нет, что давайте сдать. все-таки мы попробуем с вами пройти небольшой тест. Тест я нашла на сайте esia.ru, да? Смогут ли, вот этот тест могут пройти все те, кто считает, что тест по русскому языку сдавать очень сложно. Итак, первый вопрос, да? В каком из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово? И варианты такие. Россия имеет дипломатические отношения со многими странами. Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для профессионального роста изобретательной деятельности. С увеличением покупательского спроса завод готов выпускать больше продукции. Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, общественная и просветительская деятельность известного актера. Вот что тут неверно? мне не понравилось изобретательно. А вот мне нравится второе. Да, мне Каких тоже не фраз нравится. вот мы не слышим в нашей речи, не должно быть. Вот. Дипломатические отношения это Мне можно. тоже кажется, что изобретательство. Изобретательный может быть ум, а деятельность как-то... Да. То есть и ваше решение какой? Второй. Второй, да? Ну давайте посмотрим. Все верно, все верно. Зелененькое это значит все верно. Итак, вопрос Будем номер 2. зелененькое. В каком из выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова? За 7 замками, в 2000 году, пачка макаронов, нелепейший наряд. Что тут неверно? Мне кажется, пачка макаронов. Пачка макарон. Макароны они такие... А как вот говорят? Ну вот, когда мы, студенты, покупаем макароны, да, мы говорим пачка макарон. Пачка макарон говорят, да? Студенты говорят, студенты математики говорят так. Мы Да. пачку Студенты макарон. филологи тоже говорят макароны. Итак, ваше тогда решение какое? Пачка макарон. Макаронов. Это неверно. Ну, посмотрим, давайте. Ага, вы были правы. Третий вопрос. В каком слове на месте на месте пропуска пишется буква «и»? Худенький, замшевый, обуревать, милостивый. Но это милостивый, конечно. да. Милостивый. Однозначно милостивый. Да, худенький Е пишется. Ага, вы правы. Итак, следующий вопрос. Какое из этих слов имеет значение гуманный? Ну, это легкий вопрос. Оптимистичный, человеколюбивый, гуманитарный или жизнелюбивый? Человеколюбивый. гуманный, гуманитарный значило. И человеколюбивый, да? Гуманист тот, кто любит людей. Ага, ну, вы, конечно, правы. Пятый вопрос. В
В каком ряду все слова пишутся через дефис? Полдела, по-свойски, общественно значимый, вице-премьер, полящика, по-итальянски, поистине, худо-бедно, юго-запад, свежеиспеченный, вагонопаровозный, малоубедительный. В каком ряду все слова пишутся через дефис? Так, в первом полудела Да, нет, первым полдела точно видно. видно. Во втором пол ящика. А полдела Почему? пишется через дефис, да? Вот Нет. Да? в третьем Нет? поистине раздельно пишется. Свежеиспеченный тоже с видом, значит, второе остается. Пол ящика. Я Мне когда тоже вначале проходила этот тест, я тут неправильно ответила. Сомневаюсь. А как вы Да, ответили? А я не скажу, я вам потом скажу. Мгм. Ну, по-итальянски Я бы точно выбрал второй. вице-премьер через дефис, пол ящика тоже. Ага. Потому что если второе слово начинается на гласную или с «л», то через дефис. Значит, Если я правильно помню. второй, да, сверху? Второй. Так, я бы выбрал первый, наверное. Да, ну давайте тогда будем голосовать. Какое Что мнение? за второй? То есть ты бы Большинство полдела решило- написала бы через дефис, что ли? Да, потому что там пол ящика, я бы пол ящика точно не написал через дефис. Вот А как как бы Екатерина пол у посмотрела ящика это на Семена. С высоты своего 4-го курса. Да, да, да. Ну, итак, ладно, давайте выберем уже. доверься. Какое? Второе. Второе, да? Ну, Семен, смотрите. Да. Пол ящика Конечно, пишется через Фил. дефис. Да, да. Итак, следующий. Какая форма слова образована с ошибкой? Вкусные торты, высочайший, 6 грузин, 755 шутками. 755 шутками. Да. А последний, да, 50. вариант? А как Да. правильно должно быть? 755 шутками. А. Ну, как вы сказали. Ну, да, ну с кем я спорю, да? Филологи пишут. Где вместо спасителей нужно употребить спасательный? Спасительная операция в водах Атлантики прошла благополучно. Спасительным для фирмы оказалось предложение директора по ее реорганизации. Когда мне стало особенно страшно, я услышал спасительный голос товарища. Его слова оказались спасительными для друзей, так как предотвратили возможную ссору. Да, Здесь первый вообще без вариант. вариантов. Спасательная Первый. операция. Спасательная операция. Ну да, мне кажется, это достаточно очевидно. В каком случае во всех трех словах пишется одна и та же буква? Склонить воплощение парадокс, явственный шествие сочувствия, накрениться винегрет, отпереть, заглядение, примириться, виртуоз. И какая буква? Вот в третьем варианте везде ей пишут, по-моему. Накрениться, винегрет, отпереть. Так, у нас осталось, девушки и Семен, очень мало времени. Давайте поторопимся. Я бы выбрал третий вариант. Третий? Там «е», да. Накрениться, винегрет, отпереть, да? А Да. какая буква? Е. Е. Да, и да. Так, в каком варианте во всех словах пишется буква Е тоже, опять же? На колючем кустарнике, под раскинувшимся тополем, в ближнем лесочке на будущей неделе, горячим чаем, с зайчьей повадки. Давайте быстрее, чтобы успеть Второй вариант. узнать свои итоги. Ближнем будущей. В ближнем песочке на будущей неделе. Ага. Второй вариант. Так, и это верно. И 10-й вопрос. В каком случае условие ударения поставлено неверно? Оптовый отключенный шофер от отрочества. Я здесь Мы говорим тоже, о кстати, оптовом. ошибку совершила до этого эфира к своему стыду. Это последний вопрос. И давайте. 40 секунд, ребята, у нас осталось. И ваше Да, я бы решение? выбрал оптовый. Ну, оптовый. Оптовый надо говорить, да? И ваша оценка, это, конечно же, Ура! 5-10 правильных вопросов из 10. Ну, вы оправдываете звание 100-бальников и отличников русского языка по итогам тотального диктанта. Дорогие друзья, я вас благодарю за участие в нашей программе. Вы молодцы, так держать и любите и берегите наш родной русский язык. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. С моими коллегами вы встретитесь завтра в этом же месте в этот час. Всего доброго!